Владимир Александрович Попов известен в Татарстане и России как живописец, график и каллиграф. Отечество высоко оценило его заслуги в развитии изобразительного искусства, присвоив почетное звание в 1975 году «Заслуженный деятель искусств ТАССР», в 1986 году «Народный художник ТАССР», а уже в новое время, в 2003 году, «Заслуженный художник России за вклад в возрождение традиции мусульманской каллиграфии». Владимир Александрович Попов родился 24 июня 1924 года в городе Мариуполе Украинской Советской Социалистической Республики. Его отец Александр Дмитриевич был из крестьян. До революции успел послужить солдатом в царской армии. После революции в рядах Красной армии командовал ротой. Мать Попова Анна Валерьяновна, урожденная Крыжачковская, будучи полячкой, в паспорте значилась как украинка. Происходила из знатной семьи в Кракове, одно из ее колен имело фамильный герб. Отец Анны Валерьяновны был важным должностным лицом, смотрителем гимназии уезда. В 17 лет Владимир добровольцем ушел на фронт. Был награжден 2 орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды и боевыми медалями. Принят в ряды коммунистической партии. После войны 2 года служил в оккупационных войсках в Германии. Вернулся на родину, к родителям, которые к тому времени переехали жить в село Туймазы на границе Башкирии и Татарии. Вскоре судьба навсегда связала его с Казанью. В 1947 году он поступил и в 1951 году с отличием окончил художественно-педагогическое отделение Казанского художественного училища. Его учителями были Василий Кириллович Тимофеев, ученик Николая Ивановича Фешина, Николай Михайлович Сокольский, Виктор Степанович Подгорский, Виктор Иванович Куделькин, Семен Аронович Ратницкий, Харис Абдрахманович Якупов. Однокурсниками Кожевников, Холмогоров, Кульбака, Визель, Езынин. После окончания Казанского художественного училища Владимир Попов становится активным участником художественной жизни Казани. В 1955 году, получив направление в обкоме партии, он едет на Алтай, где больше месяца живет вместе с целинниками, приехавшими по комсомольским путевкам, и собирает натурный материал. Холст «Алтай» целенаподнято был принят на Всероссийскую выставку произведений художников РСФСР. Уже через 2 года на выставке изобразительного искусства художников Татарской ССР, состоявшейся в июне 1957 года в рамках известной декады татарского искусства и литературы в Москве, он предстал как живописец и зрелый мастер сюжетно-тематической картины. «Весна Казахстана» получила высокую оценку в статье действительного члена Академии художеств СССР Павла Петровича Соколова-Скаля. Картина Владимира Попова, пожалуй, самая сильная на выставке. В начале 1960-х годов художник едет на стажировку в подмосковный Дом творчества Челюскинское. Осваивает технику линогравюры, афорта, ксилографии и гравюры на дереве. Листы составят 2 серии в жанре индустриального пейзажа «Растут города» и «Старое и новое». Линогравюры «Трасса» и «Новый район Черемушки» были приняты на Всесоюзную художественную выставку 1961 года в Москве и на Международную выставку «Советская графика и скульптура» 1963 года в Пхеньяне. Впоследствии источником образов и сюжетов для графики Владимира Попова становятся нефтяные районы Татарии. Это не было случайным. В октябре 1961 года состоялся 22-й съезд КПСС, поставивший перед художниками важнейшие агитационные задачи. Попов создает большую серию линогравюр «Нефть Татарии», включающую индустриальные пейзажи, композиции с символикой аллегорического характера, галерею портретов. Темы разработок нефтяных месторождений, бурения скважин, монтажа гигантских вышек, прокладки дорог приобрели в произведениях мастера торжественное, героико-романтическое звучание.
Богатырская симфония заняла достойное место на вошедшей в 1971 года. С начала 70-х годов основным материалом художника становится акварель. В это время по линии Союза художников СССР формировались группы акварелистов, которые выезжали в творческие командировки в известные центры традиционной культуры. В составе такой группы Попов работал 2 месяца в республиках Средней Азии, в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии. В собрании художника сохранились уникальные этюды, на которых запечатлены начало строительства гигантской плотины Нурекской ГЭС на реке Вахш, шахты Шураба, суровые горы Памира, задумчивая прелесть тихих кишлачных улиц из Фары. Ряд акварелей был представлен на Всесоюзной выставке художников Российской Федерации по родной стране, проходившей в Москве в 1972 году. В эти же годы в рамках мероприятий по подготовке празднования 50-летия образования СССР организовывались специальные творческие группы, перед которыми ставилась задача создания художественной летописи «Республика на стройках 9-й пятилетки». Особым центром притяжения стала гигантская, поистине всенародная и уникальная по степени технической оснащенности стройка автогиганта на Каме. Владимир Попов обратился к теме КАМАЗа одним из первых и создал 2 крупные серии «КАМАЗ строится» и «Набережные Челны строятся». В них проявилось стремление художника к монументальным обобщениям. Акварели, объединенные темой КАМАЗ, заняли одно из ведущих мест в экспозиции республиканской выставки «КАМАЗу посвящается», проходившей в городах Татарии, затем на 5-й республиканской выставке «Советская Россия» в Центральном выставочном зале Москвы в 1975 году. Когда возникает общественная потребность осмыслить время, особенно время переломное, появляются личности, для которых это становится внутренней потребностью. Такой личностью всегда был Владимир Попов. На протяжении всей своей жизни он выступал первопроходцем, энтузиастом и инициатором художественного осмысления действительности и воплощения ее в кардинально-новаторской образной форме. В 1960-е годы он был признан одним из создателей своеобразной монументальной графики с характерной яркой метафоричностью языка, тяга к передаче больших масштабов и острой динамики. Позднее стал известен и как мастер с новым для искусства Татарии акварельным почерком, в котором просматривалась склонность к созданию эпически величавых образов и панорамному построению планов. Все его творчество пронизывает гармоничный синтез грандиозного размаха и лирической проникновенности, экспрессивный подход, необычные точки зрения, стремление увидеть в будничном героическое и воплотить его в монументальных образах. Поразительная жажда жизни и новых ощущений, любовь к людям, пытливый ум постоянно двигали его в путь, порой весьма экстремальный. Одной из удивительных страниц его биографии является его работа на БАМе, на западном и восточном порталах Северомуйского тоннеля, одного из самых сложных участков магистрали. Итогом творческой командировки явилась отчетная выставка более 100 работ в Доме культуры «Юность», ставшая заметным событием в культурной жизни бамовского поселка Тоннельный. По возвращении домой он создает монументальные произведения, для которых становятся характерными поистине рериховские принципы искусства. В 1980-е годы Попов подолгу работал на академической даче имени Репина. Под влиянием нового творческого окружения он возвращается к масляной живописи. Много работает на пленэре, ярче и насыщеннее становится его палитра, расширяется диапазон творчества художника. Там он пишет наполненные глубоким философским смыслом сюжетно-тематические картины. И на основе путевых зарисовок прежних лет картины размышления в жанре романтического пейзажа.
В романтике Попова всегда присутствует элемент тревоги, элемент исключительности ситуации или характера. В начале 90-х годов в искусстве Татарстана появляются произведения, обращенные к осмыслению и интерпретации национальной истории. Попов приступает к выполнению этнически окрашенной серии произведений «Шедевры культовой архитектуры. Православные святыни», в связи с чем осуществляет несколько поездок на русский север. Пишет архитектурные памятники Карелии, остров Анзер и Троицкий скит, а также комплекс архитектурного ансамбля Соловецкого монастыря-крепости, где в то время велись историко-археологические исследования. Поэтому не случайно художник устроил персональную выставку в 1994 году в Свияжске, в Большом соборе Иоанна Предтеченского монастыря. Чуть позднее художник продолжил серию «Шедевры культовой архитектуры» и создал вторую ее часть «Исламские святыни». Эта серия ознаменовала принципиально новый этап в жизни художника. С середины 90-х годов начинается творческий путь Владимира Попова длиной в четверть века в области каллиграфии. Этот период нашел отражение в альбоме-каталоге «Владимир Попов. Каллиграфия».